На культурно-деловой площадке ГУМА собрались десятки людей. Всех их объединяют творческие идеи, которые уже сегодня можно смело воплощать в жизнь. Поможет в этом Российский фонд президентских грантов, при поддержке которого в республике уже реализован не один проект. Например, ежегодный фестиваль оперной дивы Хиблы Гердзмава и сохранение исторической памяти. Вы помните, что у нас сейчас юбилей Великой Победы. Это наша история с инициативными людьми из Республики Абхазия началась буквально в феврале-марте, когда мы начали все вместе с вами работать над сохранением по исторической памяти. Да? 8 жителей 82 сел инициативно проявили инициативу, чтобы воссоздать памятники к великому юбилею. Не просто почтить память, то есть все пришли сами. То есть фонд президентских грантов предоставил лишь небольшие ресурсы на строительные материалы, на какую-то сложную работу скульптора, гравера, а жители сами вложили свой труд, вложили свою созидательную энергию, насколько важно и бережно хранится вот эта память в республике. Социальная поддержка, защита граждан, поддержка семьи, организация активного досуга, развитие образования, науки, творчества и многое другое. Фонд работает по разным направлениям. Главное – представить полезный для общества проект, обсудить важные темы вместе с гражданами страны пришли глава государства Бадра Гумба и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Инициативная группа делилась своими идеями, проектами. Среди них даже детская судостроительная верфь и игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей с особенными возможностями здоровья детскую игровую площадку. Может, на набережной, может, в сквере Кугония, чтобы дети взаимодействовали. Проект, который сегодня презентует, это реальный механизм, который даст возможность реализовать общественно значимые инициативы активных граждан нашей страны, подчеркнул президент. Поэтому прошу вас особо обратить внимание, у нас общественные деятели, люди инициативные с активной гражданской позицией, знают то, что они реализуют, то, к чему должны идти. Я уверен, что при таких возможностях мы сможем реализовать очень добрые, хорошие дела. Общая сумма грантов для жителей Абхазии составляет 115 миллионов рублей. Подать заявки могут любые абхазские некоммерческие организации, кроме политических объединений, а также сотрудники государственных и местных учреждений, активные и неравнодушные жители. Участие в конкурсе фонда президентских грантов дает НКО возможность стать равноправными партнерами органов власти и бизнеса, отметил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Инструменты поддержки президентских фондов в России – это не замена работы органов власти. То есть никакими фондами все лифты в стране отремонтировать нельзя. Это вообще ответственность муниципальной и федеральной власти. Да? Но для чего это сделано было президентом? У нас это работает давно. Фонд президентских грантов создан в 2016 году. Первоначально там был 1 миллиард рублей. Сегодня только фонд президентских грантов – это уже 13 миллиардов рублей, которые распределяются каждый год. Да? В чем цель? И в чем цель вот этого проекта? Потому что это была одна из инициатив Бадры Зурабовича. Тема обсуждалась на встрече Бадры Зурабовича с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и соответствующие поручения были даны. Это возможность общественным некоммерческим организациям стать равноправными партнерами с органами власти и с бизнесом. Заявку на участие в проекте «Созидатели Абхазии» при поддержке Российского фонда президентских грантов можно подавать уже сегодня. Вся информация опубликована на сайте abkhazia.granty.rf. Гугу Савардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.